Турнир по русским шашкам среди старших дошкольников из 12 детских садов города прошел сегодня в стенах актового зала детского сада «Солнышко». Юные участники с начала учебного года готовились к соревнованиям, отрабатывали навыки, которые осваивали с воспитателями в рамках образовательной программы дошкольного учреждения. Турнир по русским шашкам зародился еще в детских садах. Сначала играли только внутри детских садов, потом решили таланты, которые у нас самых сильных шашистов, соревнования проводить между другими детскими садами. Сначала у нас с 2012 года примерно проходили игры только между детскими садами, самые сильные. Уже с 2013 года начали официально уже проводить внутри детского сада первый этап, проходил второй этап, полуфинал, уже дети самые сильные выходили в полуфинал, сражались между другими детскими садами. Подобные соревнования в силу возраста главных участников проходят в увлекательной форме. А потому здесь были и выступления с творческими номерами, и стихи, и даже инсценировка шашечной партии с участием детей в роли шашек. И их наставником выступила шахматная королева. Для того, чтобы вовлечь детей в процесс игры, были использованы приемы анимации. Мультяшная Маша рассказала дошкольникам о том, как она хочет научиться игре в шашки. Ребенок, который играет в шашки постоянно, это, во-первых, первый идет подготовка к школе. Это, естественно, уже развито будет логическое мышление и внимание, память. У него уже по математике математический склад уже более усовершенствованный. Поэтому как бы и в других сферах образования память уже развивается, ему легче запоминать. Но в основном ему уже считать проще математики и более усидчивые. На протяжении всего детства игровая деятельность у ребенка является ведущей. В процессе игры ребенок познает мир, а также получает первые социальные навыки. Сегодня в детском садике «Солнышко» проходит шашечный турнир. Игра в шашки, несмотря на свою простоту, развивает у ребенка чувство стратегии, а также внимания. Помимо закрепления основ шашечной игры, организаторы преследуют интересные цели, такие как развитие логического мышления уже с младшего возраста, умение планировать, что в дальнейшем облегчит ребенку период подготовки к школе. Судейская коллегия во главе с начальником городского отдела образования Гаязом Хасановым наблюдала за ходом игр и составляла протокол соревнования для выявления победителей по двум возрастным группам. По итогам мероприятия были определены фавориты. Среди детей 5-6 лет первое место занял Роман Тагиров, воспитанник детского сада «Белочка». А среди ребят 6-7 лет Джамиля Хабирова, воспитанница детского сада «Ляйсан». Призеры турнира были награждены грамотами отдела образования и призами. Екатерина Марочкина, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.